В Якутске с 18 по 20 декабря прошла вторая межрегиональная научно-практическая конференция «Инновации в дополнительном образовании». В течение 3 дней участники конференции обсуждали внедрение персонифицированного финансирования в системе дополнительного образования детей. Сегодня у нас состоялся отчет всех 27 районов, которые в 2017 году внедряли персонифицированное финансирование в дополнительном образовании детей в Республике Саха-Якутия. Районы отчитались о большой проделанной работе, они внедрили новый механизм финансирования дополнительного образования. Была проведена действительно очень большая работа, разработана нормативно-правовая база. Составлены принципиально 2 новых реестра. Это реестр поставщиков услуг дополнительного образования, с которым может каждый родитель ознакомиться на нашем портале. Это уже целых 53 поставщика по республике. Затем создан реестр программ дополнительного образования, с которым тоже каждый родитель, получивший свой логин и пароль, может зайти и ознакомиться. В состав экспертной комиссии публичного отчета вошли заместитель министра образования и науки Эдуард Кондратьев, эксперт из Федерального института развития образования Семен Славин, директор Республиканского ресурсного центра «Юные якутяне» Мария Петрова и заместитель руководителя отдела воспитания и дополнительного образования Министерства образования и науки Республики Татьяна Иванова. Мы занимаемся дополнительным образованием, и мы обязаны своевременно и качественно предоставлять отчеты в соответствии с утвержденным приказом Росстата Российской Федерации. Призываем муниципалитеты, начальников присутствующих, заместителей глав, эта же информация будет доведена до глав муниципалитета, с тем, чтобы у нас были объективные цифры, и мы контролировали процесс, с тем, что по любой форме статотчетности отчитывается сама образовательная организация, а мы как управленцы обязаны проконтролировать качество заполнения и своевременность заполнения. Мы заслушали сегодня результаты работы в УЛУСах во всех, рассказали им, где им надо еще дополнительно обратить внимание на взаимодействие с населением, как надо, в принципе, переходить от реализации сейчас механизма, как механизма финансового нового, к тому, что все-таки мы закладываем в него определенные цели и задачи, которые должны обеспечить доступ населения к качественному дополнительному образованию. Поэтому говорили о том, как им этого добиться, что им необходимо сделать. А в целом персонифицированное финансирование, оно исходит из идеи, которые у нас уже порядка 5 лет будоражат умы федерального уровня. Это идея о возможности ребенка действительно в соответствии с целями дополнительного образования. Вы понимаете, да, что цель – это обеспечение потребностей развития его. Вот какие у меня есть потребности у ребенка, мне надо там дать возможность развиться. Вот персонифицированное финансирование призвано сделать так, чтобы ребенок не был ограничен сложившейся системой дополнительного образования и мог выйти за пределы нее. Апробация новой модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей началась в республике в прошлом году. Развитием проекта занимается региональный оператор Республиканский ресурсный центр «Юные якутяне». В конференции приняли участие 27 районов, которые в течение 2017 года внедряли персонифицированное финансирование в дополнительном образовании детей в Республике Саха-Якутия. С этого года работает навигатор дополнительного образования детям Якутии.рф, где можно зарегистрироваться, получать информацию о программах, оценить качество услуг дополнительного образования. Сегодня в первой части дня мы прослушали отчеты субъектов муниципальных. Я докладывал по городу Якутску, как у нас идет эксперимент. Мы уже участвуем с самого начала эксперимента. Город Якутск участвует. В прошлом году мы были одни. В этом году нас стало больше. И обсудили положительные и такие стороны проекта. На сегодня у нас более 5000 детей получили сертификаты. Конечно, это дает широкий выбор родителям, также детям, выбирать понравившуюся программу образовательную, которую они могут увидеть на нашем портале. Кроме этого, в рамках проекта мы поддерживаем и частные учреждения. На сегодняшний день у нас 3 частных учреждения принимают участие в этом проекте, где у нас находится 187 детей. То есть получили они тоже государственную поддержку.
Одной из главных тем конференции являлась эффективность организационно-экономических моделей учета обучающихся при внедрении персонифицированного финансирования в системе дополнительного образования детей. По итогам конференции были сделаны рекомендации и предложения, которые войдут в резолюцию научно-практической конференции.